Бывший президент Афганистана Ашраф Гани нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. Сам он подтвердил новость в прямом эфире, добавив, что вернется в Афганистан. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило с коротким заявлением, в котором объявило о присутствии в стране президента Ашрафа Гани и его семьи. Группа заявила, что причина приветствия Ашрафа Гани в стране была гуманитарной. После нескольких дней молчания сам Гани покинул страну 18 августа в видеообращении. Гани сказал в прямом эфире, что талибы звездочка и их внутренние и зарубежные союзники требовали, чтобы пока он был в Кабуле, мира не было. Гани отказался бежать ради финансовой выгоды и спасения своей жизни. Он сказал, что уехал из страны в рубашке и не может забрать свое самое большое состояние – свои книги. «Я не собираюсь сбегать. В настоящее время я нахожусь в ОАЭ, чтобы предотвратить кровопролитие. Теперь я могу вернуться в Афганистан и вместе бороться за справедливость, за афганское правление, за истинные исламские и национальные ценности афганского народа». По словам Гани, через несколько минут после отъезда из Кабула талибы и неизвестные лица, не говорящие на языке, на котором говорят в Афганистане, вошли в ковчег и обыскали его комнату. Гани бежал из Афганистана 15 августа, в то время как талибы находились на окраине Кабула. Он назвал свое решение покинуть страну, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле, но многие афганские политики и граждане назвали это предательством народа и страны. Поначалу сообщалось, что Гани бежал в Таджикистан, Узбекистан и Оман, но это официально отрицалось. Генерал Мухаммад Зохир Акбар, посол Афганистана в Таджикистане, подчеркнул, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани попрал достижения страны за 20 лет и оставил страну невредимой. Он добавил, что Гани также взял с собой около 169 миллионов долларов наличными от афганского народа. Тем временем министр обороны Афганистана Бисмиллах Хан Мухаммади, который, как сообщается, находится за пределами страны, в Твиттер призвал международную полицию задержать и экстрадировать Ашрафа Гани. В обращении к Интерполу генерал Бисмиллах Хан Мухаммади назвал преступление Ашрафа Гани предательством Родины. Талибан теперь взял под свой контроль границы и центры Афганистана. В Пандшире, единственной провинции, неподконтрольной талибам, силы антиталибов собрались, заявив, что борются с этой группировкой. دغه توطئه دو برخه درلوده. اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل می بودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می شد این بود که به خاطر قدرت کابل ویران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خویش فرار کرد باور نکنید. من به گونه‌ای از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی‌هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت‌هایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب‌ها و صدها کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و ندار معنوی زندگیم را تشکیل میداد نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتاً و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جور جبلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعداً انشالله همراهتان شریک میکنم. Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.